Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Сегодня 17 июня 2024 года, 16 часов по Берлину, 17 часов по городу Джахару. Я вас всех приветствую. Сегодняшний наш стрим снова проходит на канале YouTube Reality и на канале в TikTok Аслан Арцуев. Меня зовут Аслан Арцуев, друзья, я вас всех приветствую. Напоминаю вам в начале стрима, как обычно, когда не забываю вам об этом напомнить, все, кто находится во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия, либо в России, не пишите комментарии, не ставьте лайки и не распространяйте ссылку на наш стрим. Все остальные, пожалуйста, в усиленном режиме делайте все, что я сказал. А те, кто находится под юрисдикцией фашистской России, те ничего не пишите и не ставьте лайков. Но подписывайтесь, друзья, подписывайтесь. Так, сегодняшний свой стрим я назвал «Миф о Кадырове. Запад не понимает Россию», вопрошаю я. Давайте об этом и о многом другом поговорим. Но для начала, как обычно, информацию от Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ориентировочные потери русских террористов за прошедшие сутки на 17 июня 2024 года составили убитыми и ранеными 1080 террористов и бандитов. 2 танка, 18 боевых бронированных машин, 14 артиллерийских систем, 8 БПЛА, 24 автомобиля техники и цистерны, 12 спецтехники. Ну что ж сказать, как обычно, все вместе. Слава Украине, слава ЗСУ. И давайте дальше пойдем. Дальше. Друзья, 14 июня исполнилось 29 лет. Целая жизнь, да, почти 30 лет. 14 июня 1995 года Шамиль Басаев, возглавив отряд из примерно 200, по разная там цифра называется, ну, я в интернете нашел 200 воинов, совершил уникальную и не имеющих аналогов истории атаку на Россию, захватив город Буденновск в Ставропольском крае. За 11 дней до этого, 3 июня 1995 года, ракетно-бомбовый удар русистов разрушил дом дяди Шамиля Басаева. В результате этого удара погибло 12 его родственников, большинство из которых были женщины и дети, включая его родную сестру, племянников, там, и племянниц и так далее, и так далее. Россия никогда не упоминала об этом факте. Никогда. Никогда они об этом не говорили. И вот есть один российский пропагандист. Не хочу его называть более грубо. По имени Кац. И вот этот деятель с первых дней, как только оказался, у которого уже там 2 миллиона, что ли, подписчиков, да, мы, как мы знаем, все, кто не работает на фашистскую русню, у того тех канал запрещают, всячески монетизации, жалобы. Вы просто посмотрите на наш чат, как они заходят и пишут, представьте себе. Ни у кого вы этого не найдете, кроме как у тех, кто на самом деле является их противником, и они реально недовольны деятельностью того или иного человека. И вот этот деятель с первых дней нам лгал про Чеченскую Республику, лгал. Ну, в принципе, это у них такой, у русских оппозиционеров, так называемых, они такие же, как Путин, абсолютно один в один. У них такая галочка обязательная. Это если они должны что-то гадость сказать про Чечню, чеченцев, ну, ложь, свою ГБшную, обычную ложь. И в итоге он рассказывает, что там, ну,
в принципе, вот последний его ролик, он был такой более-менее нейтральный, если не считать, что эти ублюдки называют нас террористами, бандитами, полевыми командирами там, и так далее, и так далее. Свою армию, свою банд-армию, которая убивает женщин, детей, он вообще не упоминает. Я привожу этот пример семьи Басаева не потому, что для Басаева это была какой-то решающей точкой. Нет, он никогда об этом не говорил. Я никогда не слышал, по крайней мере, публично, чтобы Шамиль Басаев говорил о гибели в один день 12 своих родственников, в основном женщин, детей. Но Россия никогда об этом не упоминала. Понимаете? Чтобы не представить Шамиля Басаева каким-то угнетенным, пострадавшим и так далее. Чтобы показать, насколько чеченцы жестоки и так далее. Хотя Шамиль Басаев никогда и его воины никогда не убивали ни женщин, ни детей, как это делают ублюдки из Хамас или ублюдки из российской армии, коллеги этих Хамас. Вот этим никогда умышленно, целенаправленно не занимались за всю историю чеченцев. Чеченцы всегда соблюдали ведение, правила и обычаи войны. Еще даже когда никто их не соблюдал и когда в международном праве не было таких правил и обычаев, закрепленных юридически. И этот 29 лет, до сих пор прошло 29 лет, до сих пор ловят, задерживают, пленят русские террористы и фашисты, которым принадлежит и Кац, и Измайлов, который его курирует, и ту ложь, которую он возводит в этом ролике, пытаясь быть нейтральным, конечно же, но все равно не удержался. Русист не был бы русистом, если бы он не лгал бы. Это главное правило русиста: ненавидеть чеченцев, американцев, теперь украинцев, и лгать, все время лгать. Вот такие вот они, русисты, да. Поэтому этот день мы должны помнить. Захват, там русские террористы нам и фашисты рассказывают, что он захватил роддом там и так далее, и так далее. Это на самом деле не так. Шамиль Басаев со своими бойцами захватили город Буденновск, который, по-моему, там за 50 тысяч. Скажите, сейчас есть звук? Скажите, есть, появился звук в YouTube у нас? Нету звука, да? Есть, отлично. Отлично, спасибо. Спасибо. Вот такая вот ситуация произошла. Ну и мы должны знать, что Шамиль Басаев это был главный враг фашистской России, имперской России. И его они ненавидели лютой ненавистью, ненавидели так, как никого и никогда. Ну, про Басаева, например, разные там деятели есть, рассказывают, что он там работал на ГРУ, что он был агентом ГРУ, там Дудаев был засланный там и так далее, и так далее.
И как-то у нас был диалог, еще когда я работал адвокатом в Москве. Мы собрались там в кафе после рабочего дня, сидели, кушали, обедали, ужинали, можно сказать. И я был в компании не чеченцев. И зашел разговор, все знали мою позицию про Джохару Дудаеву, по оккупации нашей страны. Ну, близкие, кто с кем я работал, общался, все знали, потому что я всегда расставлял точки над «и», если касался этот вопрос. И тоже поднялась тема, что Джохар Дудаев там засланный, там советский генерал, Басаев ГРУшник и так далее, и так далее. И я не успел ничего ответить, у меня был коллега, мы же все юристы, адвокаты собрались, сидим. И один из наших коллег сказал: а что это такое за задание, где у вас убивают всех родственников и потом вас убивают, а вы все равно продолжаете выполнять это задание? Что же это такое за задание, он сказал. И он был абсолютно прав. Этим он просто заткнул всю эту тему, замял, закрыл этот вопрос. Больше никто не стал говорить на тему, что если это такое задание, убивают не только вас, да, одно дело рисковать жизнью, а другое дело целенаправленно убивают всех твоих членов семьи, всех твоих друзей, родственников, а ты продолжаешь работать на Россию, ну, это немножко, мне кажется, неадекватно. И Шамиль Басаев и Джохар Дудаев, люди ушли. Но оказывается, были люди, да, в этой каше, в этой опасной ситуации были люди, которые работали на турецкую разведку, на русскую разведку, на другие разведки. И самый уникальный из них — это те, кто работал на русскую разведку. Несмотря на то, что их родственников не убивали, их родственники занимали хорошие посты. Просто он бывал, отказался от всех родственников, он борется один там. Такое бывало, часто бывало. Но настоящие, которые боролись. Ну и эти тоже под этот шумок боролись, якобы так. И они, если вы обратите внимание, почти все остались живы. Вот все, кто был рядом с Басаевым, ну, с Басаевым, наверное, нет, я просто не знаю, я, если брать политиков, там, Макрук Масхадова, Дудаева, ну, вот эти люди, кого-то успел Дудаев распознать, отогнать от себя, мы знаем, что он их прогнал. Масхадов не успел прогнать никого, почему-то. Но тоже оказалось, что люди работают по заданию фашистской России. Вот такие вот вещи. Друзья, я всех вновь вошедших, всех я вас приветствую. Звук дикяцбох. Что, звук плохой, скажите? Скажите, да, плохой звук? Раз Басаев захватил роддом, что там делали офицеры, менты? Скорее всего, они тоже рожали Магомед. Да, но это были и менты, весь город был захвачен. Они уже отступали уже с этими захваченными. И кого попадался, им вот всех собирали и гнали к больнице, потому что сами уже отходили. И так оказалось там, по разным оценкам, до 3000 человек оказалось в плену. Там еще, знаете, вот в этом ролике Кац говорит, что вы вызвали Ширвани Басаева, это брат, родной брат Шамиля Басаева, который тоже погиб. И они, там вот этот Кац нам рассказывает, что он сказал, и якобы, ну сейчас спросить нельзя же, поэтому можно что угодно говорить после смерти уже, что Степашину, этот Ширвани, они его пленили, привезли и, короче говоря, на переговоры к Басаеву привели. И Басаев, несмотря на то, что его брат в плену, и они могут в любой момент его убить, абсолютно
не согласился ни на какие условия, сказал все, до свидания, и дальше продолжил вести свою деятельность. И Кац говорит, что Ширвани сказал, у которого, кстати говоря, мне тут в комментариях писали, что в этот день, 14 июня, да, 14 июня это было, нет, 3 июня это было, когда бомбардировка введено было родственников, дом дяди Шамиля Басаева, что погиб сын Ширвани, малолетний ребенок погиб, то есть один из племянников Шамиля Басаева. И Магомед, читаю тут Магомед, и говорю, Ширвани Басаеву якобы сказал Степашину, главному убийце и врагу чеченского народа, что вы приводите родственников и расстреливаете по одному, он сказал. И тот ему сказал, ты что, как ты смеешь такое говорить, мы же так не можем поступить, и так далее, и так далее. Но у меня тогда возник вопрос к Кацу и к всей российской банд-армии и ФСБ, если так это было, то почему потом вы это делали? Вы делали, конечно, и до этого. Ширвани, если такое сказал, то, наверное, он основывался на чем-то. Всю свою историю вы так делали. И почему вы после этого делали? А вот когда вот Ширвани сказал, вам тогда не сделали. А? Может, потому что Ширвани этого не говорил, а вы так хотели это сделать, были на грани этого. Но из-за того, что это была большая огласка, весь мир за этим наблюдал, не решился Степашкин на это. Но ничего, Степашкин, ничего, твое время тоже придет. Придет. Ты тоже окажешься на скамье подсудимых. Как-то так, Дион. Валейкум салам, кельчу мельвейнек, друзья, я вас вновь всех приветствую. Но сегодняшняя наша тема, еще раз напоминаю, миф о Кадырове. Запад не понимает Россию. И давайте поговорим об этом. Я бы хотел рассказать, почему Запад не понимает Россию. Или же он делает вид, что не понимает. Дело в том, что тут на Западе в определенной степени есть какие-то люди, и этот процент, конечно, немножко сейчас уменьшился, но он был достаточно высокий, этот процент, которые считают, что Кадыров это в определенной степени самостоятельная фигура. Самостоятельная, то есть. Я же утверждаю, и это, на мой взгляд, и на взгляд многих экспертов, и Кадыров абсолютно управляемый, 100%, не 99%, а 100% подконтрольно управляемая марионетка, которая ничего не может, никаких решений принимать самовольно. Ноль автономии, ноль самостоятельности. Ну, может, на территории своего там жилища он может там быть чуть более самостоятелен и автономен. Но почему-то нам все время вот эта сторона устраивает всех. Тут на Западе тоже устраивает. Предположить, что Кадыров является в определенной степени независимой фигурой. Да, не полностью, ну, все-таки же губернатор, там, глава региона там, и так далее. Тем более чеченцы это такой, как говорят, русская пропаганда, очень тяжелый, трудный народ. То есть не рабский народ, если переводить с русского языка. Не покоряющиеся рабам, которые хотят сделать чеченцев такими же рабами, как они сами. И вот возникает вопрос, почему Запад так ведет себя? Понятно, русские так себя ведут, да, им там для чего-то нужно. А для чего? Для показать, что они там арбитр. Помните, когда Яндарбиев прилетел в Москву встречаться с Ельциным, Ельцин хотел сесть во главе стола, а посадить напротив Завгаева и Яндарбиева. Это с тех пор, ну, с первых дней, Россия пытается представить там коллаборантов и предателей оппозицией, как это было на Луганщине, Донецке, Луганске, где вот эти коллаборанты, предавшие Украину, представляются якобы оппозицией. Оппозиция не такая, оппозиция не бывает вооруженная, оппозиция имеет какую-то программу, какие-то там свои цели. При всем при этом оппозиция не должна, даже если она принимает какую-то финансовую, политическую, информационную помощь от соседа, она не должна завлекать соседа, иностранное государство, фактически
совершая измену Родине. Это только так можно интерпретировать. Это никакая не оппозиция. Оппозиция — это внутри одной страны люди разных взглядов спорят, доказывают, ругаются, дерутся даже в конце концов. Но при всем при этом они не привлекают чужие танки, чужие самолеты, чужих киллеров или террористов. И вот точно так же Чеченскую Республику с первых дней хотят представить, как и Украину, хотят представить воюющую, ведущую внутри страны гражданскую войну. И именно поэтому, я считаю, Кадыров, именно чеченец, поставлен во главу во временно оккупированной Чеченской Республики Ичкерия, чтобы Западу было удобней поверить в это. Знаете, как в том анекдоте, да, опять ни за что нельзя зацепиться, про мужа и соседа, мужа, который подозревает жену, и соседа, который к ней ходит. И вот такая же ситуация у Запада получается. Запад делает вид, но не может, не знаю, спецслужбы знают 100%. Не знаю, насколько спецслужбы докладывают там своим политикам, общественности не докладывают, мы этого видим. Иногда бывает какая-то информация, там у журналистов проскальзывает, что Кадыров — это марионетка, и никакая это не свободная, автономная фигура. И ситуация возникает такая. Запад попал в свой же капкан, в свое лицемерие и в свой обман, который он из-за какой-то, я не знаю, трусости, из-за экономической выгоды, из-за коррупционной составляющей. Теперь мы можем уверенно сказать, что Россия очень много сделала для того, чтобы коррумпировать западных чиновников, разных там других людей. Большая работа. Россию запустили полностью во все структуры европейские. Благодаря там Америке и Англии не везде их там принимали до конца, но так у них был зеленый здесь в Европе. С их деньгами, с их штази, их КГБ СССР и так далее, и так далее. Короче говоря, у них возможностей было очень много. И для чего Запад это делает? Запад, ну вот мы видим, как Запад помогает Украине. Уже 10, больше 10 лет идет война. Кровопролитная идет, 2,5 года широкомасштабная идет. И что нужно, какие усилия нужно было приложить Америке для того, чтобы объединить, собрать вот эти все европейские народы в единый кулак, чтобы начать помогать Украине. Так вот, если бы тогда помогали бы Ичкерии, то сейчас не было бы Украины. И сегодня гибнущие украинские парни и девушки, женщины и дети, вот вся эта кровь и война, она является следствием ошибочной, если не сказать преступной политики руководства Украины еще тогда, когда война шла против чеченцев, когда Украина отходила от Советского Союза, восстанавливалась. Ничего в Украине не изменилось. Из совка Украина фактически вырывается только сейчас. Только сейчас. Да, разойтись, чтобы сойтись, был лозунг у них. И Украине было время. И благодаря чеченцам оно было. В том, что чеченцы 20 лет воевали против России. Выросли Залужный, Сырский, Зеленский и все остальные ребята, которые считали и уже убеждены в том, что они должны жить в свободном государстве и не должны быть частью вот этой имперской фашистской России. И вот дальше, какие события происходят после того, как все трусливо или же из-за экономической или по какой-либо другой причине отказались помогать уничтожаемому народу, полностью истребляемому народу, которого пытаются переделать. И считайте, я вам показал дулю, что это невозможно. Не буду демонстрировать, просто поверьте мне. И эти люди фактически стали соучастниками. Вот эти политические деятели того времени фактически стали соучастниками геноцида чеченского народа. Да, они не виновны как напрямую, потому что это не их юрисдикция, они не несут ответственность. Но моральную ответственность, если они несут уголовную ответственность, то моральную ответственность они несут однозначно. Но на этом Запад не останавливается.
Он не говорит: о боже, как же получилось, мы дали русским уничтожить целый народ, превратить его, устроить им геноцид, там, посадить этот народ в концлагерь, превратить их в зэков. И давайте хотя бы сейчас обратим на это внимание. Нет, они этого не говорят. Они продолжают действовать в этом же русле. И знаете, после того, как чеченское сопротивление, национально-освободительную борьбу чеченского народа перевели в рамки международного терроризма, благодаря русским, туркам и другим товарищам, которые этому способствовали, благодаря тому, что русские нанесли удар по Нью-Йорку 11 сентября 2001 года, благодаря тому, что, к сожалению, недальновидности, ошибки многих с чеченской стороны, это тоже нужно признать. Вот эта работа, она велась в недостаточной степени, и люди, занятые войной, занимались войной, вот кто занимался политикой или кто занимался информационное освещение фактически у нас не сохранилось. Была надежда там на Мавлади Удугова, который полностью стал протурецким и начал обслуживать интересы Турецкой империи. И для чеченцев особо дела ему нет. В итоге что получилось? Чеченское сопротивление перенесли в разряд исламских террористов. И, знаете, русские готовят барана, шашлык, извиняюсь за это сравнение, кладут его на стол, и все, кто борется с терроризмом, делают вид, что не понимают, а спецслужбы это понимают, всех стран этого понимают, что из чеченцев делают вот этого барашку на заклане, который русские полностью, как они же, это же внутреннее дело России, говорит весь Запад. И Западу удобно это. Сказать, да, это же внутреннее дело России, пусть там, это же граждане России, пусть русские сами разбираются с этими дикими чеченами и так далее. И вот русские раскладывают чеченского барашка, и все сидят и трапезничают. Получается так. Понимаете? Вот так я это вижу. Такую я вижу ситуацию. И сегодня, когда здесь на Западе, здесь в Германии, есть радикалы, вчера я об этом рассказывал подробно на чеченском языке. Постараюсь сегодня об этом на русском тоже постараюсь донести. Вчера вот эти радикалы, которые здесь находятся, не вчера, которые сегодня здесь являются, здесь находятся, эти люди попали в матрицу, в такую матрицу, которая загнала их в война, ужасы, геноцид его народа, вопиющая несправедливость всего мира по отношению к чеченскому народу, обнимашки и целовашки в десна с Путиным, который убивает нас, понимаете, здесь, в Германии убивают, там убивают, Турцию убивают, да везде, куда русская рука дотягивается, чеченцев убивают. Сажают Путина себе на шею, здесь Меркели, разные Саркози, Маркози, все, весь Европарламент и так далее. И чеченцы это все видят и говорят, да вы же, ребят, заодно все. Вы же все нас уничтожаете. И скажите, чеченцы не правы после этого? Я считаю, в определенной степени чеченцы правы. Мы, может быть, не все понимаем в геополитике, в большой игре, но мы понимаем, когда есть людоед, который 4 века нас истребляет, и вы, которые вокруг него танцуете, за его рубли пляшете, Запад, западные спецслужбы, может, вы перестанете, в конце концов, трапезничать чеченским мясом? Может, вы переключитесь на другое какое-нибудь мясо, если вы не можете без этого? Здесь в Германии есть радикалы, ваххабисты. Я абсолютно убежден, что среди них есть русская агентура, может 1-2, может быть больше, на самом верху у них там это иерархии их. И, конечно же, турецкие спецслужбы. Потому что Турция вместе с русскими борется с терроризмом якобы, который русские сами же и создают. Понимаете? И постгеноцидный народ, который загнали, и это борода, я для тех, кто не понимает еще до конца, вам скажу, большинство чеченцев, которые вы видите, которые с бородой там не лезут ни в политику, вас всех считают грязными кафирами и пытаются от вас отгородиться, вынужденно
отгородиться. Вот эти люди, они боятся, они прячутся за своей бородой. Это мое наблюдение, моя точка зрения. Так вот, вам их представляет русская пропаганда страшными, ужасными людоедами. Большинство из этих людей, они запуганы и абсолютно безобидны. Абсолютно. Понимаете? И это, вот за этой бородой, за религией люди просто прячутся. Прячутся и вам никому не верят. Вам нет никому доверия, понимаете? Сейчас то, что происходит, как вокруг Ахмеда Закаева, который не избирал чеченский народ, который является самозванцем, который является пособником Кремля абсолютно всю свою вот деятельность политическую, которую он находился в чеченском политическом вот этом обществе, он все время работал на свой карман, как тут рассказывают люди, как мы видим все это, и работал в угоду России. Если работал на деньги, то, конечно, у России они есть и так далее, и так далее. Так вот, Запад, Европа, Польша, которая так настрадалась, Турция, все эти страны поддерживают, понимаете это? И я вам расскажу, у меня два сценария развития, то, что сейчас делает Ахмед Закаев. И вот эта ситуация, которая происходит. Дело в том, что Запад согласился с тем, что геноцид чеченцев – это внутреннее дело фашистской России, и сейчас он попал в просак. Ведь Путин теперь убийца и террорист, и на него выдан ордер международным уголовным розыском. Так, а как быть тогда? Как теперь сказать чеченцам, что ой, как же получилось неудобно, чеченцы. Вы, оказывается, мы вас выдавали, Германия выдавала, массово выдавала фашистская Россия чеченцев, вместо того, чтобы разговаривать с чеченцами, вместо того, чтобы делать друзьями чеченцев. А почему не делала? Потому что боялась Россию. Потому что угождала России и прогибалась перед Россией. Лично Германия все это время выдавала на смерть и пытки чеченцев. И Германия, и все страны Европейского Союза. Почти все страны Европейского Союза. Вот ситуация возникает следующая. Чеченцы здесь, в Европе, обвиняются там в радикализме и так далее. Есть среди них радикалы, я знаю, абсолютно неадекватные, абсолютно неуправляемые, которые, радикал, что еще сказать, добавить к этому. И вместо того, чтобы собрать чеченскую диаспору, у нас, у чеченцев, очень сильно есть отношение к старшим. Да, некоторые вот эти отмороженные радикалы, которым безразлично, бесполезно разговаривать. Такие тоже есть. Но нужно поговорить, посмотреть, радикал он, отмороженный он, или это человек, который говорит на чеченском языке. Понимаете? В основном мы на чеченском друг друга поймем, если мы говорим. Особенно, если там будут старшие и так далее, и так далее. У нас есть своя особая дипломатия, подход к этому, к молодежи своей. Но нет, нам об этом не говорят. Но есть здесь, в Германии, здесь, в Берлине, в Бранденбурге, есть, и не только там, в других местах, есть деятели, которые находятся полностью под колпаком немецких спецслужб, которые считаются радикалами, там все такое, наверное, такими являются. Но при всем при этом, получается, что эти люди, которыми управляет, которыми манипулирует Россия, российские спецслужбы, но это же россияне говорят, немцы, значит, Россия имеет на них право. Присмотрите, подумайте только. Когда немцы сжигали людей в крематориях за то, что они там определенной национальности, и вот этот момент я говорю, ребят, вы же евреев сжигаете только за то, что они же евреи, зачем вы это делаете? А мне говорят, вы что, это же граждане нашей страны, это наше внутреннее дело, вы нас простите. И я тогда, ну хорошо, тогда вот вам тогда еще дровишек я подкину, надо же помочь, может мне там перепадет там ботинки, волосы, золотые коронки с того, кого они сожгут. Понимаете? Вот так это все выглядит. Понимаете? И вот эти вещи, они болезненные вещи. Запад
А у меня нету терпения это объяснять, доносить до этих людей, потому что я не знаю, кто из них друг, а кто хочет просто, чтобы я потратил свое время, энергию, рассказал все, а потом он забыл это. Понимаете? Ты им рассказываешь, тут распинаешься часами, доказываешь что-то. И говорит, ну вот, мы не знаем. Так вот, Россия делает террористов и радикалов здесь, в Европе. Россия взорвала футбольную команду Дортмунд-Боруссия. И Германия сперва сказала, что это теракт, задержала иракца, который 3 дня просидел в тюрьме, а потом выяснилось, что это написал русский парень Сергей Винергольд из Челябинска, который написал, что он исламист, игиловец и так далее, и так далее. И Германия не возбудила дело по факту терроризм, закрыла возбужденное против иракца. Они вначале подумали на него, задержали гражданина Ирака, беженца, который находился в Германии. А затем уже убийство, попытка массового убийства 2 и более лиц, там, как называлась эта статья по-немецки, и что это из-за мотив алчность. Никакого терроризма, государство России за ним не стоит. В первый раз, когда откровенно путинским киллером был убит Зелимхан Хангашвили, тогда вот первый раз признали Россию, российское правительство, стоящим за убийством Зелимхана Хангашвили, которого упорно Deutsche Welle и другие называют полевым командиром. Сами вы полевые пропагандисты. Нету такого понятия. У нас была армия, у нас было государство. И пытаться принизить, сказать, что у нас не было армии или государства, это значит быть фашистом, таким же, как русские. Понимаете, вы отказываете в законном праве чеченского народа, который 25 ноября 90 году провел общенациональный конгресс чеченского народа, который веками чеченцы, как в Америке, выдвигали представителей своих и выбирали, голосовали, там, выбирали тот или иной путь развития для своей страны. И вот, игнорируя все это, Запад начинает поддерживать Закаева, там, не обращать внимания там, на российские спецслужбы, которые стоят за радикалами и так далее, и так далее. Да, проще же радикала замочить. За чеченца кто заступится? Да некому за чеченца заступиться. Ну понятно, а вот за Россию это да, и денежки не пойдут, а где-то еще какой теракт сделают. Да лучше не будем Россию трогать, давайте лучше чеченов будем мочить. Удобно ведь? Удобно, почему нет? Большая проблема в том, что мы не согласны с этим. Понимаете, мы с этим не согласны. И вот сейчас вот расскажу один сценарий из 2. Второй я вам не буду рассказывать, один вам расскажу, почему Ахмеда Закаева здесь на Западе поддерживают турецкие спецслужбы, польские там депутаты, траки, 3, 10, всячески. И нам представляют, что вот смотрите, Запад поддерживает, смотрите, НАТО поддерживает, там это 3, 10. Конечно же, это обман, в который сам Запад, сама Европа себя посадила, закрыв на основные принципы, которые декларируются во всех конституциях, во всех там документах, права человека, гуманизм, там, свободы и так далее, демократия. Это все было выкинуто. Пока Запад, Европа, Америка не исправят эту ошибку, миру негде говорить о правах человека, о демократии, о свободах. У вас нету просто права говорить при таком вопиющем факте, который мы сейчас наблюдаем по отношению к самому ущемленному в правах чеченскому народу. И то вот несколько времени мы чуть-чуть ситуация кажется как бы начала выправляться. Все начали говорить об Ичкерии, о геноциде, преступлениях и так далее, и так далее. Ну, надо же когда-то серьезно этим вопросом заняться. И вот смотрите, Запад считает, признает, потому что он же сейчас не может сказать, ну ладно, это был геноцид чеченского народа, вы имели право бороться, и все, мы давайте теперь пересмотрим. Теперь это тогда признать свои ошибки, понимаете? А так они на словах готовы, как бывший министр внутренних дел Вольфганг Шобле, который говорит, ну да, это был не международный терроризм, это чеченцы, ну а так, да, национальная свобода, ну мы немножко перепутали, ну один народ уничтожили, ну загнали его там, в каменный век. Ну, ничего страшного, бывает. Почему же не бывает? Ну, наверное, Вольфганг Шобле
имеет память, как это делать умеет, поэтому для него это не так страшно. А для нас, для чеченцев, вы, конечно, простите меня за такие вещи, это очень страшно, понимаете? Это для нас смертельно страшно, смертельно болезненно. И вот возникает ситуация, для чего Ахмеда Закаева поддерживают? На мой взгляд, плюнув на выбор чеченского народа, Запад решил подыграть русским, ну, продолжить сотрудничать с русским, поедая чеченских барашков. Они считают, что вот мы должны согласиться с тем, что все, что было, выбор чеченского народа, борьба чеченского, президенты, парламенты, все, что этого всего не было. Не было никакого геноцида чеченского народа. И давайте начнем с того момента, когда Россия говорит, что мы часть России. Запад говорит, окей, давайте, дорогой Володя, дай нам еще пару миллиардов евро, и я сделаю, что ты хочешь, говорит Запад. Это, к большому сожалению, правда. И в итоге получается следующее. Откровенно польский депутат Анна Фатыга, является соучастником античеченской деятельности российских спецслужб. Анна Фатыга, пожалуйста, передайте ей, может, а я ей писал, она меня игнорирует, делает вид, что не замечает. Но, пожалуйста, если меня смотрят поляки, другие люди, пожалуйста, передайте, кто такая Анна Фатыга. И вот смотрите, какая ситуация возникает интересная. Несмотря на то, что чеченцы никогда не приемлили и именно за это сражались, чтобы не быть частью России, люди, представляющие Ахмеда Закаева, на кадыровском флаге, на фоне кадыровского флага они выступают, меня пытаются вербовать на российские спецслужбы и так далее, и так далее, и так далее. Они фактически на законных основаниях, понимаете, борьба с терроризмом у них здесь на законных основаниях, что турецкие спецслужбы, что русские спецслужбы, друзья, коллеги, там, ну, по трапезе вместе же мясо поедают, чеченское. И сейчас задача следующая. Кадыров неприемлемая фигура для американцев. Американцам уже Кадыров сказал все, что можно. Ираком поставили ядерные ракеты, и там, и третье, десятое, и так далее, и так далее. И в итоге Кадыров фигура, которую должны заменить рано или поздно. Но пока есть Путин, его менять не будут. Пока есть Путин, это все ничего менять не будет, потому что многое на нем замыкается. И пока этот человек там нужен, и это все останется. Но предлагается альтернатива, ведь Россия будет меняться. И вот когда будет меняться Россия, появляются люди в виде Ахмеда Закаева, здесь политических, европейских вот этих товарищей, которые изображают из себя поддержку. И задача сейчас, отбросив настоящий выбор чеченского народа, сейчас их задача имитировать демократический процесс, и чтобы все поддержали Ахмеда Закаева, чеченский народ, и сказать, смотрите, чеченский народ поддерживает, все, вы должны слушать, это же демократия, вы должны подчиниться этому. То, что пророссийская линия, то, что чеченский народ уже сделал свой выбор, то, что чеченский народ пережил геноцид, эти вещи и другие вещи почему-то пытаются игнорировать. Но мы должны, чеченцы, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Кстати говоря, Украина, ты идешь этим же путем. На поле боя вы молодцы, вы сражаетесь, вам равных нет и все такое. Но в итоге вы придете к тому, к чему пришли мы. Воля украинского народа будет не учтена. Понимаете? Как это не учитывается сейчас. И этим же Западом. Другая история. Вот поэтому Ахмеда Закаева как бы аккуратненько, понимая, что это очень чревато, а это чревато, потому что мы молчать не будем. Мы будем все это говорить, распространять информацию. Анну Фатыгу, разных других деятелей выявлять и говорить, что вы занимаетесь античеченской деятельностью. Вы, которые все время занимались античеченской деятельностью, вы продолжаете ею заниматься. Так получается.
Ну тогда вы такие же, для меня такие же, как Путин. В чем мне разница? Какая мне разница? Русская империя это будет? Или там депутат польского там парламента? Или какая-то там другая, министр иностранных дел парламента? Как это так? Так нельзя себя вести. Мы есть, и я знаю, что вы прекрасно знаете внутреннюю вот эту всю ситуацию. Просто вам так выгодно. Поэтому вы не учитываете мнение чеченского народа. А мы не собираемся молчать. Мы будем говорить то, что мы будем. Да, может быть, так как у меня мало информации, и я пользуюсь только из открытых источников информации, при всем при этом а, а, мои выводы могут быть где-то в какой-то степени ошибочными, так много неизвестных, так как много неизвестных, но при всем при этом мы будем продолжать разоблачать всех, кто занимается античеченской деятельностью, античеченской деятельностью. И вот этот сценарий, который они планируют, что Ахмед Закаев поддержит чеченский народ, потом Магомед Даудов поднятый до уровня премьер-министра в Чечне, это из одной конторы, коллега, я так полагаю, Ахмеда Закаева, они вернутся, скажут, что мы есть братья, мы должны помириться, мы должны жить в мире, наконец надо созидать, хватит воевать, там, ну, кадыровские вот эти разговоры пойдут. И в итоге получится, что Чеченская республика Ичкерия в лице Ахмеда Закаева воссоединилась с Российской Чеченской республикой. И вот мы теперь навеки вечные с Россией вместе, никуда уходить не хотим и так далее, и так далее. Влияние Турции усилится, и в итоге, может быть, агентура российская вместе с турецкой, как они борются с терроризмом, также продолжат управлять, контролировать Чеченской республикой Ичкерию, которую она не должна стать демократической, она не должна стать правовой, прозрачной, честной, благородной, какой она должна быть, наша Чеченская республика Ичкерия. Она будет закрытой, ну как при Кадырове сейчас, но или как при Хамас. И они планируют создать такой полигон, где будут чеченцы подготавливаться и бросаться там на курдов, на персов, там еще куда-то, там на грузин. Ну, кого захотят, вот кого выберут турки, на армян, кого выберут турки и русские. Туда они планируют делать. Но там есть одна загвоздка в этом хорошем, интересном плане. Есть одна загвоздка. Чеченские народы никогда не поддержат Ахмеда Закаева и не поддержит любого человека, кто придерживается российской позиции, пророссийской позиции. А Ахмед Закаев в этом плане до того себя дискредитировал именно в кругах, где он общался. Народ ничего не знает, это мало чего знает про Ахмед Закаева. А вот люди, которые занимались политикой, войной, там все, кто вокруг, они все прекрасно знают, одинаково у них отношение к Ахмеду Закаеву, поэтому в этом плане у Ахмеда Закаева большому их невезению нет никаких шансов возглавить Чеченскую республику. Да, сымитировать, там, объединиться, и там как бы кажется, что у них на руках ведь нет документов, у них ничего нет на руках. Это самозванец абсолютный, стопроцентный. Но в таком случае не будет настоящая Ичкерия воссоединяться. Здесь на Западе нашу Ичкерию представляют как частью России. И флаг у них кадыровский не зря. И герб они наш, вот эти звезды на флаге, на гербу они не зря меняют специально, чтобы дискредитировать, размазать настоящий герб, настоящий флаг, там, настоящую атрибутику чеченского государства. И чеченский народ не поддержит это. И я в это верю, я верю в свой чеченский народ. И да, Аллах, чеченский народ не даст себя обмануть. Но есть еще другая у меня версия по этому поводу. Это была версия, которую я сейчас высказал. Есть еще одна версия. Ее я пока вам рассказывать не буду. Она намного позитивнее, чем которую я вам сейчас рассказал. Хотя и это тоже не катастрофическая и не такая разрушительная для нас, потому что у нас есть абсолютно все возможности, чтобы выкарабкаться из этой ситуации. А есть другая версия у меня, которая в разы лучше этой, и поэтому, считайте, я вам рассказал плохую версию.
которые мы должны знать и соответствовать, да, нашей идее. Так, друзья, давайте еще мы вернемся к этой теме. Давайте я почитаю ваши комментарии. Я смотрю, вы тут много пишете. Еще давайте, пока не забыл, расскажу очень интересный момент. Чеченцы нужны как солдаты. Они нужны русским, как в лице кадыровцев. Очень обидно, конечно, неприятно, да, что считают нас тупыми баранами, которых используют как мясо, кому не лень. Кому не лень. Русские, турки, кому не лень просто используют. К большому сожалению. Это не чеченские войны, это турецкие войны, русские войны, кого угодно. Если они не от чеченцев думают, то они не чеченские. Но есть среди них и чеченской национальности люди. И это неприятно. Ну да ладно. Давайте дальше. Смотрите. Сегодня Россия радикализировала, да, чеченские войны, чеченские маджахеды были примером для подражания чеченцев. И любая молодежь всегда смотрела, что там делают на Кавказе наши воины. Они ударились в религию на войне, сами понимаете, никак без этого. Причем атрибутику нашей государственной власти нарушал не только здесь какие-то там деятели. Наш президент Аслан Масхадов вешал флаг с арабской вязью на флаге и так далее, и так далее. И дополнительно давал просто неграмотным людям повод и врагам, которые пытаются нашу атрибутику государственную испортить, давал им возможность воспользоваться этим. К большому сожалению, недальновидная политическая недальновидность президента Масхадова нанесла большой вред на самом деле. При всем при том, что он до конца прошел свой путь, и любые ошибки, или даже если имеются преступления, он смыл кровью, как говорится. Прошел до конца свой путь. А не ошибается только тот, кто ничего не делает. Поэтому я ни в коем случае Масхадова Аслана не обвиняю ни в чем. Я просто хочу, чтобы мы сделали выводы из этой ситуации, и чтобы больше не повторялись такие вещи в нашей истории. И мы знали, что даже если этот человек президент, это еще не значит, что он все понимает или все делает верно. И вот здесь, в Европе, у нас собралась критическая для русских масса молодежи, чеченской молодежи. И вот эту молодежь усиленно обрабатывали турецкие спецслужбы вместе с русскими спецслужбами, так как чеченское сопротивление было пристегнуто к борьбе с международным терроризмом, и любой чеченец рассматривался через эту призму. В итоге начинается война в Сирии, и российско-турецкая агентура здесь, в Европе, в Австрии, в частности, в Германии, в других местах, собирает всю эту молодежь, как пылесосом, и отправляет помогать Европе, антиасадовской оппозиции. Европа, видя вот этих россиян, так называемых, да, которых внутреннее дело России, но с большими бородами, вот этих людей она с удовольствием дает выправить со своей территории. Да, уходите, пожалуйста, в Сирию хотите воевать, даже своих граждан. Даже вначале Европа поддерживает антиасадовскую оппозицию. И как бы выгодно все. А смотрите, какой финт выходит. Кто в итоге в плюсе оказывается? Чеченцы, живущие в Европе, которые никогда бы не пошли служить турецкой империи, никогда не пошли бы служить турецкой империи, собираются в Европе, отправляются в Сирию их загоняют, зазывают, вся пропаганда работает на то, чтобы их туда зазвать, как сейчас они пытались этот трюк повторить с Палестиной. Туда тоже они пытались зазывать людей. К большому счастью, чеченцы стали умнее и не поехали больше. В итоге уничтожается огромное количество молодежи, пассионарной молодежи, думающей молодежи, готовой к каким-то действиям для спасения своего народа, постгеноцидного, уничтожаемого и никому не нужного в этом мире. Их ставят на грань выживания, а потом им говорят, а вы не хотели бы сдаться в плен и, например, перейти там под турецкое командование, например.
И в это же время турецкие спецслужбы забирают оружие, людей от турецкие, русские спецслужбы, от Доки Умарова, от нашего президента, который самоотстранился и возглавил организацию, религиозную организацию Имарат Кавказ, делают им паспорта, делают своим вот этим проповедникам, муллам так называемым, паспорта заграничные, российские, довозят их до границы, представьте себе, передают их турецким спецслужбам. Турецкие спецслужбы переправляют в Сирию, кого нужно оставляют у себя. Таким образом, в Сирию чеченцев загоняла не только Россия, но и Турция. Затем, когда там, в Турции, в Сирии, чеченцы оказались, это люди, обычные люди, молодые парни, которые оказались, не знают этой всей глобальной политики, ничего не знают. Они просто пришли помогать антиасадовской оппозиции, помогать людям, которых истребляют, которых позвали, которых зазывали туда. Одновременно с этим Россия убивает в Чечне чеченцев, обратите внимание, убивает чеченцев с их документами, подготовленных, говорящих на чеченском языке людей, обучая их чеченскому языку, среди них ингуши, среди них чеченцы и кавказской внешности там, и так далее, убивают до 100 человек в 2017 году, до 100 человек убивают чеченцев в Чеченской республике. Игорь Хвостиков, главарь банды УФСБ по Чеченской республике Ичкерия, отдает приказ, долго отслеживают кого надо, доходят, около 100 человек казнят, сжигают их тела, трупы, хоронят там в разных местах, чтобы закапывают, там, разбрасывают там, и так далее, и так далее. И с их паспортами в Сирию отправляют ГРУ, своих сотрудников ГРУ, под видом чеченского ИГИЛ. И оказавшись там в Турции, чеченцы, чеченские бойцы, которые не имеют ни финансовой, ни какой-либо другой поддержки, ни вооружением и так далее, оказывается, либо ты должен быть уничтожен, либо к тебе, например, я говорю, я не знаю всех деталей, но, например, к тебе приходит чеченец из турецкой армии и говорит: ребят, ну, вы чеченцы, я чеченец, вы мусульмане, я мусульманин, что вам сейчас тут погибать? Там за ИГИЛ, там за что-то еще. Мы мусульмане, вот наш там Эрдоган говорит это, там Эрдоган. Кстати, напоминаю, что Османская империя и турки это те, кто вот этот халифат так называемый, о котором сейчас все рассказывают, похоронили. Они закрыли этот проект, поэтому и вновь восстанавливать они не собираются. Они восстанавливают национальное тюркское государство, империю, тюркскую империю они воссоздают. Они не создают новый халифат, где все мусульмане будут равны и так далее. Это все обман, мираж и сказки. Этого не будет никогда, понимаете? И в целях нет. У них есть восстановление турецкого своего государства. И вот эти чеченцы, которые оказались, молодые чеченцы оказались, которые на этой линии фронта, переходят на сторону Турции. Фактически, если бы этим чеченцам предложили бы даже за большие деньги участвовать в турецкой армии, находясь они в Европе, никто бы не согласился бы. Но оказавшись уже там, уже они объединены в один отряд, они объединены одной проблемой, и их фактически спасают, им жизнь дают, новую жизнь дают. То есть эти русские и турецкие спецслужбы их ставят на грань смерти и жизни, потом дают им жизнь. Все, теперь он им должен. Теперь он им благодарен, он, как же, меня же спасли, меня же вытащили. И я дал слово, заключил договор и так далее. И я воюю ради Аллаха. Так вот, да, ты, может быть, воюешь ради Аллаха, то, что ты делаешь ради богоугодное дело, защищая обездоленных, там, 3-10, сейчас в Сирии, там, может, еще воюют, там, и так далее, и так далее. Но при всем при этом ты не делаешь ничего полезного для чеченцев и для всех мусульман, если ты за мусульман беспокоишься, тоже. Ты делаешь пользу для турков, для Турции, которая вначале нам помогала, а потом решила, что все, чеченское сопротивление закончилось, все погибли, теперь мы будем управлять Чечней. И я хочу сказать туркам, я хочу сказать то же самое, что я говорю русским. Не лезьте к нам, пожалуйста, не лезьте. Мы не будем вас принимать на глубину. Если чеченцы не понимают, они будут с вами взаимодействовать, думая, что вы друзья. Если вы являетесь вероломными подлецами, и чеченцы об этом узнают, то никогда вам не видать того,
что у вас будет хорошие отношения с чеченцами. И если кто-то мечтает о том, что чеченцы это пехота, как Кадыров, Путина, то вы тоже ошибаетесь. И турки, и все остальные, вы не получите чеченскую пехоту. Каждый чеченец генерал, сказал наш президент Джохар Дудаев. Я с этим полностью согласен. И пехотой стал отдельно Кадыров. А чеченский народ, который истреблялся, он находится в заложниках. Понимаете, он находится в заложниках. Другой жизни и выбора вы чеченскому народу не оставили. За то, что я всего лишь говорю, да, свобода слова, доступ к честной, открытой информации, к любой информации, закреплены международными во всех конвенциях и в Конституции фашистской России. Но при всем при этом, только лишь я за то, что говорю, мне здесь угрожают, моим родственникам и так далее. Просто комментаторы мне, русские обычные комментаторы мне угрожают за то, что я говорю. Представьте, это уровень развития вот этих людоедов. Они не понимают, что есть свобода слова, что есть права человека и так далее, и так далее. Поэтому мы все должны понимать, чеченцы, что Турция нам не друг. Турция не друг. Она, как всю свою историю, изображала друга, а потом совершала вероломность и подлость по отношению к чеченскому народу. И сейчас она делает то же самое. Поэтому цуюк аболчарик, цуюк и нисбелчарик, шушек ом кентишаш дала, шушек ом схальдиш душон. Шаш кичдати, вай гладух, вай связи дол, аяды связи дол, свет связи дол, аз объяснить ди душон. Тхайн му го дуйца душон, тхайн хуго му ду, шун бол киям дуйца бушон, шун хилмек шбол киям буй, шух кадыров чпеш бушон. Турция это та же Россия, только вид сбоку. Понимаете? Даже она слабее России. Даже она слабее. Она всю свою историю боялась России, Турция. НАТО там, 3-е, 10-е. Нету никакого НАТО. Есть мощная англо-американская военная англоязычная коалиция. Вокруг них собравшиеся страны, которые понимают, что с английской, англоязычной цивилизацией у них есть шансы, потому что они честны, соблюдают договоренности, они соблюдают права человека, ну вообще общепризнанные человеческие ценности, что нет напрочь у России. Россия полностью уничтожает. Все просто, она должна раздавить. Это такой монгольский еще у них взгляд на имперский, вот этот монгольский у них взгляд. И они уничтожают все, они надо раздавить, унизить, снять штаны, назвать пехотинцем. Это все делается унизить чеченцев. Они хотят наше чувство собственного достоинства опустить, чтобы мы такими гордыми не были. А мы говорим, нет, это не из нас. Это не из нас. Мы есть тем, кто есть. Мы те же генералы, которые говорил Джохар. Никакие пехотинцы не будем. Поэтому туркам и всем остальным персам, которые, кстати говоря, у нас шиизм распространяется в Чечне, навязывается шиизм. Одновременно с этим сейчас появляются разные представители нацистских вот этих взглядов, которые тоже нужно отсеивать. Чеченцы, нам сейчас такое время смуты, когда на нас обваливается вот эта вся их информационная пропаганда. И это делается при помощи Турции. Понимаете? И мы ведемся, мы говорим, ну Турция, бу салба, бу НАТО, бу цивилизованные, бу российцы, они в отношении, я теперь в отношении российцев. Теперь в отношении шайгум кующу, нохчи вайгум кующена, полностью далуш ду нохчи, ду ичтыш уаули, дао ичу нохчи, столты уаули, давай трапезничайте, Оли, иш душ дуай. Отсюда вай киет диез вежали. Так, давайте, друзья, я перейду к вашим вопросам. Давайте почитаем. Давайте поговорим.
а потом Закаев с Даудовым проведут какие-то выборы, но это будет незаконно, выборы договоренности, потому что выборы должны начинать и проводить только легитимная власть, то есть президиум ЧРИ. Ливан, абсолютно согласен, да, эти мысли в голове летают, и я не заканчиваю, перескакиваю на другую. Совершенно верно, Магомед Даудов поднят до уровня Ахмед Закаева, чтобы он пришел, сказал, да, ну вот давайте проведем честные демократические выборы. И все, и потом начнется на фальше, на обмане, как это было с Грузией, Ливан. Точно так же, после убийства, после гибели Звяда Гамсахурдия, фактически то же самое произошло в Грузии. И Грузия боролась уже не на легитимных правовых своих первоначальных основах, а уже по обстоятельству, по возможности. Вот мы видим, к чему пришли, к чему пришли. Раз, все, и теперь Грузия фактически должна начинать заново теперь бороться за свою свободу. Ну, куда это годится? Так, давайте дальше. Как оцените политику Азербайджана, деоккупации территории, которую оккупировала Армения? Человек. Я с большим уважением отношусь к азербайджанскому народу, вообще, в принципе, ко всем народам, Азербайджану в частности, азербайджанскому народу. Считаю, что, я это неоднократно говорил, что Карабах, чей он или нет, там вопрос не стоит, после того, как все армяне встали и ушли с этой земли. Никогда ни один армянин, и ни один азербайджанец, и ни один чеченец не ушел бы от земли, на которой на самом деле его. Хотя бы остались бы старики, если молодежь боялась, там вырежут, резны не были, мы знаем. Поэтому это, какие бы там споры не были, чья земля, кто больше прав, там фальсификация истории, которая делалась с армянской стороны. Она говорит, вот эта ситуация последняя, однозначно говорит, что земля азербайджанская была, есть и остается. А то, что Алиев является КГБшником, старым, матерым, никакой в Азербайджане нет демократии. В Азербайджане власть передается по наследству. Ну и так далее, что я не приемлю. Хотя это внутреннее дело Азербайджана. Но если меня спрашивают, я на это отвечаю. Я отношусь к азербайджанскому народу хорошо. Я отношусь с недоверием к Алиеву, президенту Азербайджана. К армянскому народу армянский народ всегда подчеркивал, что он никогда не был за чеченцев, всегда, везде только получалась возможность, что они не кавказцы, ни чеченцев не поддерживают. И так далее. При всем при этом, сейчас я могу сказать про европейски настроенные, про западно настроенные армяне и Пашинян. Вот эти люди у меня вызывают определенную симпатию. Вот. Я бы хотел бы иметь чтобы моя страна имела отношение с людьми, с мыслями или с толком Пашиняна, прозападными. Вот такая вот сложная тема. Лидер Армении мне симпатичен, лидер Азербайджана нет. И то же самое, немножко можно сказать про народы. Хотя народам и к армянам я отношусь тоже хорошо, но при всем при этом я знаю, что они всегда были за Россию. И они уничтожали всю свою историю чеченцев, кавказцев, карачаевцев, черкесов и всех, кого только они могли уничтожать, служа русской империи. Это история, от которой никуда не деться. Но если сейчас армяне признают то, что они являются прозападно настроенными, что они являются частью западной цивилизации, и они отрицают фашистскую Россию, признают геноцид чеченского народа, который совершила Россия над нами,
то эти армяне и являются для меня единомышленниками, можно сказать. Как-то так. Если для турку есть выгода, они кого угодно продадут, говорит Шарай Назиев. Почему до сих пор ни один сторонник шариатского правления не перебрался в такие страны, как Мавритания, Судан, Пакистан, Афганистан, Саудовская Аравия? Кто нам подает пример? Отличный вопрос, который часто задается, всегда остается без ответа. Здесь сидят деятели, рассказывают о том, как они там борются за шариат, как они борются за халифат там, и так далее, и так далее. Мы в основном не имеем представления, о ком мы говорим, заслуг мы не знаем перед чеченским народом. И самое интересное, люди, которые сражаются там за уму, за братьев мусульман и так далее, почему-то за 30 лет борьбы доживы. Вот я не понимаю, молодой 20-летний пацан, 25-летний пацан, он уже давно погиб, его нет, кого они там работали, закинули. А они живы. Неужели они не хотят в этот рай, если они так сильно о нем говорят, они в целое там время, средства, ресурсы, и они не хотят в этот рай? Мне вот интересно, очень мне интересно, почему они не хотят в рай? Может быть, они так нас любят, хотят нас всех собрать, всех отправить в рай, а здесь вот в этой грязной дуне, в этой жизни остаться и помучиться ради нас, чтобы хотя бы еще одного нас собрать и быстрее бросить в пекло войны, чтобы мы быстрее попали в рай. Наверное, у них это логика. Не знаю, с чем это связано. Но почему-то вот эти верхушки, они живы. Вот эти все вот эти пропагандисты, они живы, а остальных почему-то нет. Так. Признать геноцид чеченцев будет очень трудно. Азербайджан, шестерка России может напасть по наводке Кремля, говорит Баграт Сутасан. Не знаю, но этот вопрос, знаете, за все это время не то, чтобы признать геноцид. И Азербайджан возьмем, другие страны возьмем. Армении вообще не думали никто прятаться, бежать, спасаться. Армения была форпостом России и так далее. Но даже Грузия, даже Украина, даже Азербайджан, все выдавали чеченцев. Все выдавали, знаете, русские, это ваша добыча, съешьте ее, а те людоеды. Теперь вот мы получили то, что получили. Каждый погибающий сегодня в Украине солдат, или девушка, или парень, или ребенок, на крови, на совести тех, кто вот за все это время помогал русским. На вашей совести сегодня гибнущие украинцы. На вашей совести. Так, мне тут про звук что-то пишут. Что у нас? Проблемы со звуком? Насчет свободы согласен, но думаете ли вы, сближение с Западом всегда на пользу стране, причем постсоветским странам, да еще когда ты сосед с РФ? Ну, а какой у вас выбор? Вы хотите остаться? Ну, ничего удивительного тогда, оставайтесь. У меня такой выбор не стоит. Мне признавать себя россиянином, либо продолжать отстаивать то, что я не являюсь им, а являюсь гражданином Чеченской Республики Ичкерия. Поэтому как-то так, да. У нас другого выбора просто нет. Вы там в Армении уже привыкли быть с Россией, вам, наверное, полегче. Нас это не устраивает. Категорично. Категорически. Россия — это фашистское геноцидное государство, да?
Так. Давайте по существу здесь. Я понял, все, фашист, предатель, все это понятно. Давайте по существу, если вы задаете вопрос, нормально пишите. Если вы хотите поговорить, а так просто как дети малые зайти, если вы не тролли, конечно, которые получают 15 рублей. Без Азербайджана, а как обоснуть ситуацию в Грузии, Молдове, на Украине? В смысле, как обосную? Я ее должен обосновывать? Привет, с уважением, Грузии. Олег Аманжоба и Нацвада. Георгий Дели Маршал Гойль. Живе Беларусь, Георгий. Впервые вижу, говорит, кавказца под флагом США. Ломаем стереотипы. Надоело нам вашу пропаганду слушать. Мы решили пойти своим путем. Да. С тобой будет ФСБ разговаривать очень скоро, говорит Максим Саныч. Саныч у тебя букву С там потерял, еще одну. Так. Салам, Кабарда, Фри Израиль, говорит с еврейским ником человек. Так, как вы относитесь к осетино-ингушскому конфликту? Я к этому отношусь как к геноциду ингушского народа, который был организован российскими спецслужбами для того, чтобы вовлечь чеченцев в эту войну и начать войну против чеченцев. Занимались геноцидом русская армия и осетинские террористы и наемники, русские террористы и осетинские, кударцы в частности. Как нам об этом сообщают. Вот так я отношусь к тому, что сделали тогда в 92 году с ингушами. Привет від ЗСУ, я вітаю вас з Донбасу, тепер я вже вітаю вас з Харківського напрямку. Насипаємо русакам. Слава ЗСУ, слава Україні, слава вам, славные воины. Сергей Забияка. Держитесь, парни. Вы соль земли сегодня. Вы являетесь теми, кто стоит против абсолютного беспримесного зла. Честь и хвала вашим родителям, которые вас воспитали. Честь и хвала вам. Дай Аллах, чтобы ваши дети, внуки никогда не знали войн, чтобы жили в благоденствии и были счастливыми, прожили эту жизнь. И вы, и ваши дети, и внуки, и весь ваш род. Дорогие мои, честь и хвала вам. Да, Астан, к сожалению, вы абсолютно правы. Все выдавали чеченцев. Эти так называемые власти с разной страны. Да, Ливан. Тебе нужно так.
Так, давайте почитаем в ТикТок. Добрый вечер. Прожом Аслан. Добрый Лажос Волоскау. Волоскау, витаю вас, витаю, дорогой. Салам алейкум, алейкум ассалам. Башкорт с тобой. Салам, Башкорт. Так, куда делся этот комментарий? Привет вам из Латвии. Слава чеченскому народу. Низкий поклон воинам из Ичкерии, которые сражаются с русскими оккупантами. Победа Украине и Республике Ичкерия. Приветствую вас. Латвия, Александр Размарица. Витаю вас. Слава Латвии, как говорится. И победе Украине и Ичкерии. Спасибо. Салам алейкум, алейкум ассалам. В свидетельстве о рождении мое имя написано Володье Людовита Людовикус, Рома католик. Все, Володье, витаю вас. Салам Ичкерии, возьми трубку, Аби. Салам Ичкерии, какую трубку? Ты хочешь поэт Незнайка. Не, подожди, поэт Незнайка, пока некогда мне с поэтами пока общаться. Такс, друзья. Да, он еврей чистый, говорит. Как вы сразу вычисляете? Вы просто гении. Как вы сразу узнали, да? Чистый причем. Знаете, что я чистый, да? Гениальный просто, гениальный комментатор. Love Chechnya from Slovakia. Thank you, Slovakia. Sending love back. Мила, собрашивать, проверить да лучше мясо. Дицу, это ее. Вешивать стол. Так.
Я родилась и прожила в Чечне 30 лет. Ты позор, такого чеченца не встречала. Они гордые и умные, говорит. Ирина, это вы мне говорите, да? Ну, мне стыдно, конечно, что такие колонисты и оккупанты, вроде тебя, у нас проживали. Конечно, вот такие вот оккупанты и колонисты, вроде тебя, рассказывали, уезжали в Россию и рассказывали, что мы их убиваем, отбираем у них жилье и так далее, и так далее. Писали отказники от своих квартир. А потом сейчас возвращались уже с этими отказниками, там, через суд там пытались заново еще уже у тех других владельцев, новых владельцев, которые прошло 30 лет. Таких вот колонистов, таких ублюдков, как вы, у нас было много. Но если вы не встречали таких гордых и умных, как я, чеченцев, то вообще таких, как я, то я вам скажу, что я говорю и транслирую то, что говорил наш президент Джохар Дудаев. И полностью привержен его пути и его линии. Ну, значит, вы никого не видели, если вы не помните Джохара Дудаева. А так, вы ублюдки, Ирина. Вы ублюдки. Вы такие ублюдки, которые жили среди нас, кормились нашей земли и ненавидели нас. Как Трошев, например, которого мы взрастили, а он потом на танках к нам приехал. Поэтому, да, такие ублюдки у нас тоже были. В Украине они тоже есть. Вот из-за вот таких вот, как вы, ублюдков, в Украине беда. Которые зазывали этих террористов и бандитов. Вас надо было первыми нейтрализовать. Вы считаете себя мусульманином, вы хоть помогли Палестине, спрятались за американцев, говорит Сапфир. Ну, хорошо, что ты думаешь, что я спрятался, хотя я его спрятал, оба флага, за своей спиной, а не сам за ним спрятался. Ну, хорошо, что ты так считаешь. А во-вторых, есть разные вот деятели, Сапфиры, там, Нурмагомедовы, там, разные там деятели, которые нам рассказывают за Палестину, рассказывают 3-е, 10-е. А где был ваш Нурмагомедов, Хабиб, которые, когда отправляли дагестанцев, самые большие потери в начале, сейчас на тувинцев это больше переключилось, были, Дагестан на одно из первых мест занимал. Где были ваши? А вы за палестинцев, мусульман беспокоитесь, а за мусульман Кавказа, Дагестана, Чечни, Ингушетии вы не беспокоитесь. Какие-то у вас двойные стандарты, вам не кажется вообще? Как так получается, что вы лижете пятки, кому вам скажет лизать Путин, и кого убивает Путин, например, на Кавказе, отправляет на войну против Украины, а за это вы не заикаетесь. Какие-то вы, знаете, марионетки, проституточные марионетки вы почему-то. Объясните мне, почему вы такие проститутки? Почему вы беспокоитесь о том, что происходит в Палестине, когда ваших людей, вашему Хабибу писали, Хабиб там на войну отправляет, слово скажи, не заикнулся даже ваш Хабиб. А за Палестину вы такие смелые. А почему вы за уйгур ничего не говорите, которых реально не убили 1200 китайцев, женщин, детей, и вообще ничего не сделали китайцы, просто хотят исповедовать свою религию. Вы же за мусульман. Почему же вы тогда за мусульман уйгуров не заступаетесь? Почему вы не заступаетесь за чеченцев, которых массово уничтожали на протяжении всей этой времени? Почему ваш Хабиб, путинская марионетка, лижет пятки Путину и Кадырову? Почему вот его отец, все вы там дружите? Они же уничтожают мусульман, они же целые делают. А как это так? Какие-то вы дешевые мусульмане, получается. А? Что-то вы какие-то избирательная у вас любовь к мусульманам. Если это в Палестине Путину надо, то вам это нравится. Если это на Кавказе и Путин это сам убивает людей, то вы это не замечаете. Какие-то вы проститутки. Не кажется вам, что вы такие какие-то
проституточные проститутки. Не кажется вам? Я, может, не совсем понимаю вашу вот эту ситуацию. Просто я бы хотел бы понять эту ситуацию. Вы защитники мусульман, бойцы, там, какие-то там, третьи. Вы никто. У вас нет вот ваших бойцов, ваши Нурмагомедовы, там, другие, которые там есть. Вы все служите России. Вы есть та же самая часть России, понимаете? Вы те, кто сейчас убивает украинцев. Вы не говорите, не убивайте украинцев, спасите украинцев. Ладно, кавказцев гонят, там власть своя плохая, но вы же невинных людей, украинцев убиваете. Вы же должны думать, ну почему же вы не подумаете, об украинцах слова не скажете? А вы не говорите слово, потому что вы за деньги мать родную продадите. Понимаете? Вы за деньги родную мать продадите. Вы за деньги выходите в трусах, бьетесь так долго, что ни один нормальный человек уже нормальным не будет. У вас, у этих бойцов нет никакого образования. Они все ходят в вашу армию, вот эту вооруженные силы, банду Российской Федерации, как ЦСКА. И вот у вас вот контролируют, и вы нам рассказываете какую-то Палестину, какие-то там борются там за права палестинцев, какие-то там борцы. Вы с одной извилиной, товарищи, у вас и то она мозоль от ударов в лоб, то, что вам на спорте приносили. Понимаете? И вы из человека с 2 классами образованиями, который получил по голове больше ударов, чем волос на голове, вы этих людей там нам пытаетесь какие-то пример показывать. Кто это такие вообще? Что если он научился бить морду кому-то, что это мы должны, это такой великий человек. Это марионетка, это гладиатор, как в Древнем Риме использовались, чтобы развлекать публику. Такой же шут, только более подготовленный и получает по морде. И все. Больше никакой разницы нет между шутами и гладиаторами и вот нынешними этими деятелями. Поэтому давайте с моего канала все вместе. Конор респект дем, Конор крут дем. Это свободный человек, в отличие от холопов и подхолопников. Да? Сидят мне тут, рассказывают, там мне комментарии пишут, дай мне координаты. Под каждым видео мои координаты. Под каждым моим видео, мой WhatsApp, Facebook, все мои координаты есть. Вы думаете, вы как с гладиаторами, с вами кто-то будет драться? Вот так прихлопнем, да, любого. А вы тут там сказки рассказываете, дай нам адрес, дай нам номер, давай мы встретимся. Под каждым видео мой номер, да? Тоже мне возомнили. Защитники, да? Бесстыжие, аморальные, двуличные, триличные, да, мерзавцы просто. И возомнили, что их будут все уважать. Вы россияне, все, кто за Путина, за Кадырова, за деньги вы, или там из-за идейных соображений, идейных там у нас нет, там все за деньги. Да нам плевать на вас, вы для нас одинаковые, такие же, как российская армия, российская ФСБ, понимаете? Вот вы кто для нас, больше никто вы для нас. И сейчас из Нурмагомедова делают какого-то гонителя, сейчас он выезжает, ему там делают загранпаспорт, он как будто налоги не платит. Это обман. Это обман, понимаете? Ни один человек в Дагестане за него хорошее слово не смог бы сказать, если бы он на самом деле стал бы врагом Путина и России и сбежал бы. А мы бы тогда его уважали бы. А это все симулятор, это спектакль, который они устраивают, что Хабиб Нурмагомедов выезжает, там третий... Ни один человек не посмел бы писать комментарий поддержки. Нурмагомедов умер бы для всех в России, если бы он на самом деле был бы врагом. А тут он за налоги, там что-то десятое и так далее, приехал в Дубай. Там... Это сказки, это легенда. Это человек Путина, марионетка Путина, которую нам сюда отправили. Сюда, в Америку, в Европу и так далее. А мы знаем, кто вы такие. Мы не будем с вами тут церемониться. Марш Вовель, Адам.
Так, что это вы, дать? На правду не обижаются, друзья. Я же сказал вам, на этом канале говорят только правду и ничего, кроме правды. Поэтому не обижайтесь на правду. Она такая. Ватникам не нравится правду слушать. Гаджубей. Совершенно верно. Очень им не нравится. Ну вот пишут, вот все гадости пишут, вот собрались, пишут, сколько тебе заплатили за то, что ты говоришь. Так вы мне возразите, зачем же мне оскорбления писать, ложь про меня писать, что мне кто-то заплатил. Вы просто возразите. Ведь на Кавказе не убивают, скажите, не убивают. Украинцев убивать можно? Можно, скажите. А вот там в Палестине нельзя. Ну вот возразите чем-нибудь. Что же вы мне тут туфту несете? Рассказывайте там, что это там, я там деньги беру. Вы возразите. Вот дайте мне аргументированно. В Дагестане не отправляют на войну, мобилизации нету. В Дагестане не убивали людей просто за то, что ФСБ захотела, или военная армия ваша, вот эта банд-армия хотела убить. С чем это связано просто? Может вы мне объясните? Ну вот и все. Вот и вот ваша вся лицемерие. Вот ваше все лицемерие, понимаете? Ну, обычное лицемерие, продажное. Именно поэтому это называется проституцией. Понимаете, да, за деньги продается. Да. Вот вы продаетесь за деньги. Какая разница? Девушка это симпатичная или же там отбитый на голову какой-нибудь там боец. Да. Тоже не было. Ну что, опять вы пишете, сколько мне заплатили. Мой флаг на заднем фоне и все остальное. Оставьте мой флаг, оставьте, что мне заплатили или нет. Вы мне скажите, если Хабиб Нурмагомедов говорит остановить войну в Палестине, там Трампу он сейчас недавно специально, это канал связи с Путиным налаживается, да, допустили к Трампу его, подпустили, потом сидит Трамп его там пиарит, какой хороший парень там, канал связи налаживается. Но объясните мне, если говорят за Палестину, так переживает, у него в его доме пожар, в его Дагестане людей на фронт отправляют, женщины выходили, я призывал женщин, выходили, чтобы избилась эта волна, как они испугались быстро, теперь они только за деньги берут все остальное. И обманом, и третьим, и десятым, и уголовников всех подряд возбуждают дела. На Кавказе тоже мусульмане живут. Так что же вы не говорите за всех мусульман? Объясните мне, что случилось? Нам нужно что, жить на Палестине, чтобы вы нас обратили на нас внимание? Да? Все это время Хабиб Нурмагомедов, вот эти гладиаторы, которые там пляшут за деньги, эти все люди легитимизировали Путина, легитимизировали Россию, легитимизировали Кадырова, поднимали его флаг, там, 3-10. Мы все это видим, знаем. Вы нас не обманете, вы обманете там, молодежь какую-то, 3-10. И мы не дадим ее даже вам обманывать. Мы будем говорить правду этой молодежи, что вы лицемеры, что вы подонки, продающиеся за деньги.
предающие свой Кавказ, своих мусульман, живущих на Кавказе. Вот кто вы есть. Понимаете? Больше вы никто. Вы обычные, отбитые на голову просто спортсмены. И все. А кто тебе платит? Александр Марченко, ни за какие деньги ту работу, которую делаю я, ни один человек не взялся бы. А если бы взялся бы и вел бы ту работу, которую он бы уже вел бы ее до того, как я здесь подключился. Понимаешь? Никто не платит мне ни одной копейки, никаким спецслужбам не имею ни малейшего отношения, абсолютно. И никогда не буду иметь. Я служу его величеству, господину чеченскому народу и тем 300 тысячам граждан Чеченской Республики Ичкерия, которых вы убили. Вот моя миссия, вот моя цель, чтобы привлечь к уголовной ответственности ваших нехороших, не буду материться. И это не нужно ни американцам, чтобы привлекали их, ни Германии, ни Западу, никому. Ни тем более Турции, которая вместе с русскими все это мутит. А я рассказывал перед началом стрима вот эту всю историю. Если вы перемотаете, узнаете, как весь Запад поедает чеченское мясо. Понимаешь? А за это здесь не платят. Понимаешь? Ни Соросы, ни разные третьи, десятые. Была возможность иметь деньги, присоединиться куда-то. Мне не нужно это. У моего чеченского народа нет денег, чтобы мне платить. Понимаешь? Нет возможности, чтобы мне платить. А от других я денег не беру. Потому что я служу только им. И своей совести. Понятно? Вы просто мудаки, которые возомнили, что все делается за день. Ни один человек не будет подставлять всю свою семью, весь свой род, который будет истребляться. И сам лично будет истребляться, поедаться. А еще потом здесь вокруг будут плясать разные и европейские, и западные. Ну правильно, конечно же, убили. Заслужил. Никто не будет за деньги это делать, то, что я делаю. Так что все нормально, Дион. Ты же понимаешь, говоришь, что эти все конфликты разжигают Штаты. Я понимаю, что 90% терактов и войн закончилось бы, если бы террористическая банда КГБ, СССР, ФСБ была бы привлечена к ответственности, была проведена люстрация во всех республиках бывшего Советского Союза и рассекречены все архивы. Люстрация, рассекречивание и суд над этим террористическим образованием, учреждением ФСБ, КГБ, СССР в целом, если брать. На 90% я убежден, я могу поклясться Господом Богом, что на 90% все теракты и войны закрыты. Я боюсь даже, что наступит рай на земле, если эту террористическую организацию, вернее, я не боюсь, я мечтаю об этом, когда будет суд над бандой ФСБ. Ага, и Хаттаба ФСБ придумал, и Радуева, и Басаева. Я за Хаттаба говорить не буду. Хаттаб не был ФСБшником, он был убит руснявой фашней. Радуев, Басаев были чеченскими воинами, и такими ушли из этой жизни. И ни у одного из вас, вот русских, которые пытаются нам что-то сказать, уровня таких лидеров и таких генералов никогда не было. Вы можете себе представить? Окруженные со всех сторон идет бой, окруженные и обложенные минными полями, командиры, генералы снимают с себя обувь,
вернее, первые идут генералы, я вам расскажу, выходят из Грозного, из города Джохара, бывшего Грозного, Вторая русско-чеченская война, 2000 год, в сторону Алхан-Юфта выходят чеченцы, и их загнали на минное поле, которое самолеты, вот эти лепестки сбрасываются, а наверху стоят русская артиллерия, русские пулеметы и так далее, и так далее. И вот чеченцы уходят, несколько тысяч, ну колонна там, они собираются, потихоньку подходят, а впереди минное поле. Они их разминируют, а русский самолет пролетает и снова бросает мины, и за ночь успевает все это усеять минами. Там не пройти никак, не наступив на эту мину. И тогда то, что не было никогда в истории русского воинства, так называемого, чеченские генералы говорят, мы пойдем первыми. Мы. Идет племянник Джохара Дудаева, Муса Дудаев, по-моему, его звали. Потом идет другой генерал, Шамиль Басаев. Идет один генерал, подрывается на мине. У вас никогда этого не будет, русские, запомните и наматывайте на ус, какие бывают генералы. Ваши генералы жирные, вот такие, не влазят, не могу вам даже показать, насколько они жирные, да? Не влазят даже в УАЗик ваш. Да? И первый идет один наш генерал, я сейчас все фамилии не помню, об этом вы сами русские писали об этом. Идет, подрывается, подлетает на метр, на 2, на 3, вверх падает, встает на карачки, ему ногу оторвало одну, и идет дальше, и руками вот так ищет эти лепестки. Идет дальше, второй взрыв, нету генералов, второй генерал, третий генерал, первый пошел Шамиль Басаев. Там кто-то вперед него хотел сказать, Шамиль сказал нет, первый пошел, подорвался, упал Шамиль. Пошел второй, племянник Дуда. Так все наши генералы, первые командиры пошли. У вас никогда в истории этого не было, русский, и не будет. Поэтому, когда произносите Леча Дудаев, Леча Дудаев, родной племянник, брата, сын Джохара Дудаева. У Джохара очень много родственников погибло, сражаясь против вашей фашистской Русни. Поэтому, когда задумаетесь произнести имя Шамиля Басаева, там, каких-нибудь наших командиров, сперва прополосните рот, хорошенько помойте зубы ваши, да, и потом можете, попросив прощения у чеченцев, что произносите его имя, произнести. Понятного? Никогда у вас таких не будет воинов, никогда у вас таких лидеров не будет. У нас 5 президентов, сражаясь, ушло из этой жизни. Понимаете? 5 президентов, каждый из них мог сдаться России и быть в 1000 раз круче Кадырова, да, в богатстве, в роскоши и всем остальным он жить. Или как имам Шамиль сдался в плен, также сдаться и жить там, где-то в Калуге, в почетном плену могли. Они предпочли смерть плену, понимаете? 5 президентов. Кто из вас может похвастаться, что у вас президенты погибали, или лидеры страны вашей погибали, сражаясь, а? Превосходящие силы противника. Не было у вас такого в истории, поэтому заткните рот и посидите в сторонке, когда вы слушаете о реальных людях, да, о реальных. Так, пойдемте дальше, друзья. Нас смотрят 2255 человек, друзья. Я вас прошу, распространяйте звук. Звук пишет мне, тут читаю звук. Распространяйте ссылку на наш стрим. Если вы не находитесь в России, если вы не находитесь во временно оккупированной Чеченской Республике Ичкерия. Прочитай письмо. Что за письмо?
Почему все террористы мусульмане? Неправда. Русские не мусульмане. Не надо. Русские обычные сатанисты, по большей части. У них бог Ленин, который на Красной Кровавой площади лежит. А Кремль это кладбище. Это вот ваш дьявол, сатана, там же рядом и Лубянка, там же рядом одно пятачок. Одна небольшая атомная бомба решила бы все вопрос со злом на земле. Так, здесь. Ну ты бич, я тебе скажу. Ну ладно, не буду его читать, потому что бичевский комментарий обычно. Если вам его не нравится, что вы тут сидите? А понятно, ФСБ отправила писать комментарии. Рабы и свиньи, говорит Азазарит. Да, на самом деле, если вам так я не нравлюсь, что вы тут делаете? Зачем вы сюда зовете? Вы что, мазохисты? Вам нравится страдать, да? Вам нравится мучиться, да? Ну хорошо, мучайтесь на здоровье. Что я вам могу сказать? Пожалуйста, мучайтесь. Мучайтесь. Ой, ну вообще вы, конечно, невеселые. Давайте я вам немножко дам возможность отдохнуть. Так. Удачи тебе, лайки, подписка. Мы теперь весь этот кошмар в Украине видим. Да, Николь? Спасибо, спасибо. Подписывайтесь, друзья. Давайте сейчас посмотрим, сколько нас за этот стрим подписалось. Дело в том, что наш канал запрещен на территории фашистской России. Подписалось почти 700 человек наш за этот стрим. И вот когда идет наш стрим, нас вещают. Нам удается прорваться, и мы вещаем на российской аудиторию, на российскую аудиторию. Большинство, подавляющее большинство, почти 100%, можно сказать, нас смотрят в фашистской России. Я не русофоб, чтобы заранее, кто меня не спрашивает, говорю, отлично отношусь к русским, не имперцам, отвратительно отношусь к империи, как к дохлой скотине. Имперцев я считаю дураками полностью, абсолютно напрочь. Путин и Патрушев это имперцы, которые не дураки, а в основном вся население, которое болеет вот этой имперской болезнью, это дураки. А самые настоящие дураки, которые дают себя использовать для того, чтобы КГБ стало еще лучше, богаче, сильнее и так далее, и так далее. Поэтому русские к вам, если вы не имперцы, я ничего против не имею. У меня есть люди, подписчики, которые украинцы, граждане Украины, русские, которые воюют на стороне Украины. Я к ним отношусь как к любому человеку, который защищает, с большущим уважением. Русский, он не имеет значения. И это не ваша война, русские. Это война КГБ СССР по восстановлению своего влияния. И вас обманывают.
вы являетесь инструментами, как чеченцы оказались инструментами вот в этих ваххабистских лапах русских спецслужб, турецких спецслужб, всех вот этих борцов с так называемым терроризмом. И вы такими же стали инструментами. И вам предстоит тяжелейшие испытания, русские. У меня отвратительный для вас прогноз. Отвратительнейший. Вот мы пережили геноцид. Вот вы пойдете приблизительно по такому же пути. Вот вы будете. Но у нас еще какая-то здесь человечность на Западе есть, которые нас понимают, поддерживают. И мы здесь... Я в прошлый раз говорил на привилегированном положении. Это не так. Мы здесь на хорошем положении, нас уважают. Если не брать там разные там моменты, которые есть. Близко не сравнивается то, что с Россией происходит. А у вас, русские, вам придется все сначала. Вы, как русские, уже враги здесь на Западе выставляетесь. И это по каждому из вас бьет. Поэтому вот такие вот дела, друзья. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы тут не разводим, как мне постоянно пишут, что мы тут разводим национальную рознь, там 30. Ни в коем случае, никакой розни нет национальной, не собирались даже. Так, мы почти уже 2 часа в эфире. Можно уже заканчивать. Да, я живу в Германии. Друзья. В городе Гамбурге. Спасибо, демократ, ты настоящий чеченец, ичкериец и кунах. Дудаев предупреждал мир, но ему не поверили. А тот, кто не поверил, сегодня чувствует на своей шкуре слова Дудаева. Горе придет в каждый дом. Да. Красный петух войны, это он, пожар имеется в виду, огонь, войдет в каждый русский дом, он сказал, российский дом. И это все вернется. Вы такое зло русские принесли. Вы даже не замечали, как вы приносили зло. Вы приносили зло мега масштаба. Вы не просто уничтожали человека, или нацию, или народ, или их государственность. Вы плевали в душу, вы разворачивали все наизнанку, вы самое худшее доставали из этого народа, и вот так вот искажали, и говорили, смотрите, не мы только такие ублюдки, вот они среди тоже у них есть ублюдки, а среди всех они есть, просто у вас они давно сидят на самом верху, понимаете? Опять про американский флаг. Очень любят русские империалисты этот флаг. Ну роботы. Совершенно верно, Ливан. Я очень жалею, что этот флаг, я его повесил только вот недавно. Надо было его вообще... Я себе татуировку на лбу сделаю. Ичкерийский и американский флаг делаю. Чтобы они умерли просто. Каждый раз, когда меня что видели, падали от сердечного приступа. Спасибо, Адам Реальти, спасибо тебе, спасибо вам всем, друзья. Все, кто меня смотрит, поддерживает, друзья, вы, кто меня давно смотрит, знает, вы знаете, что мы не обманываем. Да, может быть, мы не такие дипломатичные, как хотелось бы, но мы стараемся исправляться, становиться лучше. И мы не говорим правду. Это наш конек, это наш самый главный козырь. Чего бы нам ни стоило, как бы нам не было трудно, мы не будем, я лично не буду вам врать. Мои дорогие чеченцы, мои подписчики, украинцы, все другие, кто меня смотрит, поддерживает. Никогда, поверьте, никогда я вам не солгу. На этом я свой стрим заканчиваю. Все будет Ичкерия. Слава Украине! О Аллах, благослови Америку! Адикюэль, маш оэль, масейра, всего хорошего, друзья. До свидания, друзья.